На развитие и благоустройство Гудаутского района в рамках инвестпрограммы на 2017-2019 годы выделено более 1 миллиарда рублей. Вопросам реализации проектов, предусмотренных инвестпрограммой, было посвящено выездное совещание премьер-министра Беслана Барцыц. В этом году начнутся работы по капитальному ремонту 2 школ района – 3-й Гудаутской и Лыхнинской. На ремонт школы села Лыхны заложено 136 миллионов рублей, Гудаутской 3-й – 87. Самая большая проблема в районе – водоснабжение и канализация. В ближайшее время начнутся работы по налаживанию водоснабжения сел Куланархуам, Гудзархуа, Звандреб, Шапгархук. На эти цели выделен 371 миллион рублей. Также запланирована прокладка очистных и канализационных систем на сумму 192 миллиона рублей. В этом году начнется капитальный ремонт 4 дорог района. Бюджет работ – 137 миллионов. Кроме того, 20 миллионов рублей выделяются на укрепление подпорных стен вдоль трассы Псоу-Ингур. 136 миллионов дается на строительство нового детского сада в Новом Афоне. Сен-Петри шукругу инвестпрограмма вибичти зейв пяшукс и намадана Сен-Петри шуксналацина гдота район язоушхуд миллиард кархонза апара. А я сейчас вот ас авет зера харакна апара назоужра район казухан иқомлаца стаха иқозатагла за шахна хопшна избанзер цепх ихоркшез инвестпрограмма аганах гдота район аганах язоужез яжежа ба миллион кархонзоп яхеозавет зера. На совещании был поднят вопрос утилизации мусора и бытовых отходов, который очень остро стоит в районе. Беслан Барцыц отметил, что эта проблема не только Гудаутского района, и решаться она должна глобально. В данное время создана рабочая группа. В течение месяца она должна представить президенту предложения по выработке конкретных мер для решения проблемы. Затем премьер-министр посетил объекты, на которых в ближайшее время начнутся капитальные восстановительные работы. 3-я Гудаутская средняя школа имени Фридона Авицба. Школа, можно сказать, полностью разрушена. Удивительно, что в таких условиях здесь еще обучается 120 детей. После ремонта школа может принять около 700 учащихся. Очень много детей в нашем Замостянском краю, которые учатся в других школах. Вот если вы поспрашиваете, в других школах в этом году набирается по 3, по 4 класса. В основном это вот 1 класс, даже 2 класса, это дети с Замостянского края. 3-я школа находится в густонаселенном районе города, и поэтому, с учетом мнения руководства района и отдела образования, было решено внести ремонт школы в инвестпрограмму. Глава правительства заверил, что все работы будут начаты и завершены в срок. Планируется все работы завершить в течение этого и последующего года, и после этого уверены в том, что дети вернутся в эту школу, и при соблюдении всех условий школа будет, как и прежние годы, многочисленная, как говорит директор школы, здесь могут обучаться порядка 600-700 детей, мы можем прийти на этот уровень. По дороге в Лыхны запланированная остановка. Здесь на участке дороги протяженностью в 100 метров постоянные оползни, и этот вопрос тоже будет решен в ближайшее время. Идут проектно-изыскательские работы. Вот, я думаю, что в течение месяца проектно-изыскательские закончатся, потом будем делать дорогу. Следующий объект – Лыхнинская средняя школа имени Платона Шакрыл. Несмотря на то, что здесь проведен частичный ремонт, в частности заменены стеклопакеты, все же состояние школы плачевное. Но уже совсем скоро здесь начнутся капитальные восстановительные работы, после которых школа сможет принять более 300 учащихся. И у сельских детишек не будет необходимости ездить на учебу в другие школы района. Наше количество, да, не такое уж большое, 135 детей. Но это такое количество детей, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в хороших условиях, занимался и так далее. Поэтому нас так мало. А так у нас было не менее 300 детей было в школе, коллектив полный, все предметы ведутся. Нет такого предмета, чтобы не было. В рамках рабочей поездки премьер-министр Беслан Барцыц ознакомился с ходом реконструкции дороги, ведущей в село Джирхуа. Работы здесь начались буквально сегодня. Сейчас идут подготовительные работы, расчистка, потом пойдет подсыпка, и по мере поступления финансов, будет укладываться асфальтобетонная смесь. Подводя итоги рабочей поездки в Гудаутский район, премьер-министр Беслан Барцыц отметил, что обозначены все объекты, по которым в самое ближайшее время начнется реализация инвестпрограммы.
главой администрации принято решение о создании штаба по контролю за выполнением инвестпрограммы. Правительство будет активно участвовать в работе этого штаба, чтобы все работы, все проекты, которые были запланированы на этот и последующие годы в рамках инвестпрограммы 17-19, своевременно и в срок реализовывались. Мы, конечно же, будем тщательно следить за двумя аспектами. Это качество работ и срок ее выполнения. Уверен в том, что и местное руководство, районная администрация и все, кто будет входить в этот штаб, сделают свою работу качественно. И еще один немаловажный факт. По поручению Беслана Барцец к работам будут привлекаться предприятия и специалисты Гудаутского района. Что касается реализации всех других проектов в Гудаутском районе, проводимых за счет средств республиканского и районного бюджета, они также будут продолжены. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.